За последние несколько лет коренные представители латгальской диаспоры не ограничиваются одной лишь культурно-просветительской миссией. Достаточно упомянуть поучительную недавнюю историю об отстаивании своих национальных прав перед грядущей переписью населения в стране. Исходя из предварительных опросов, весомая часть жителей юго-восточных округов назвала своим родным языком латгальский. Весной прошлого года инициативная группа общественной организации «Союз региональных языковых меньшинств Латвии» обратилась к правительству с просьбой зафиксировать латгальский язык в опроснике переписи населения именно как язык, а не диалект латышского языка. Любопытно, что не получая признания на родине, латгальский язык внесен в международный регистр с получением общепринятого стандарта ISO. Долгая борьба общественников все же принесла какие-то результаты. За основу была взята оригинальная редакция «Вид латышского языка – латгальский язык». При явной несуразности других вариантов не позволяет действующий закон, защищающий права коренной нации. Да, может быть, немножко тяжеловато это все было, но я рад, что наконец здравый смысл, да, победил. И, действительно, этой весной, в марте, апреле, в мае, в переписи народа Латвии мы узнаем тоже, сколько из нас знают латгальский язык. Видный борец за права соотечественников Юрис Вильямс выступает в том числе как инициатор создания нового общества с названием, говорящим за себя – Сейм Латгалии. Никакого сепаратизма, просто попытка объединить региональные общества. Чисто лингвистический язык отличается от диалекта тем, что имеет свою грамматику, литературу и живых представителей. Чем является вообще язык для человека, а еще более родной язык? Я думаю, если человеку отнять родной язык, то это потерять почти всего человека. Самодостаточный, люди говорят, разговаривают, понемножку пишем в интернете и по возможностям пишем книги, делаем мероприятия, фестивали музыкальные, также музыканты музицируют на латгальском. Понемножку мы стараемся делать язык больше популярным, и чтобы люди, и особенно молодежь, не боялась бы сохранить этот язык и впредь. При наличии предпосылок к статусу языка латгальцы волею судьбы попали во все возможные исторические перипетии, претерпев гонения от царизма, коммунизма и латышского национализма. В 1934 году после государственного переворота Карлис Ульманис положил конец латгальским школам. Да и сейчас, полагают энтузиасты, бороться есть за что. Чтобы сохранить наш язык, нужно объединиться. В оригинале это звучит так. Lai nosargotu mūsu valodu, mums visiem ir jāapsavienāj.